История Дома народного творчества началась с 1994 года, когда было подписано постановление о его создании. С тех пор прошло 25 лет. За этот период сделано немало. Работники РДНТ посвятили себя сохранению и популяризации традиций и обычаев ингушского народа и народов, проживающих в республике, а также сбору материалов устного народного творчества, музыкального и хореографического искусства. Выезжаем к нашим бабушкам, дедушкам, выезжаем к молодым и проводим с ними беседы, проводим записи, аудио, видеозаписи. То есть они играют на инструментах, либо, ну, скажем так, сбор фольклорного материала по разным жанрам. Это жанр и хореографический, это жанр и музыкальный, это и жанр разговорный, вокальный, песенный. То есть любой жанр нас интересует, и мы записываем. Собрали много музыкальных произведений, вокальных произведений. Многие из них переведены уже на нотный материал. Республиканский дом народного творчества курирует дома культуры, оказывает методическую и практическую помощь в их деятельности, помогая популяризировать народное творчество среди населения, благодаря декоративно-прикладному, изобразительному искусству, национальным танцам и пению. Мы оказываем нашим домам культуры это методическую и практическую помощь. То есть методическая помощь заключается в том, что разработка сценариев, разработка методических пособий, ну и так далее. И, конечно же, практическая помощь заключается в том, чтобы мы помогаем подготавливать мероприятия. Сегодня Дом народного творчества – центр досуга с огромным диапазоном работы, будь то музыкальные и хореографические фестивали, смотры конкурса художественной самодеятельности домов культуры и семинары-практикумы. У нас при Доме народного творчества сегодня успешно функционирует ансамбль АСА, это ансамбль легендарный коллектив, истории, который исчисляется с 70-х, конца 60-х годов. Также у нас при Доме народного творчества функционирует два кружка, это декоративно-прикладного искусства. У нас, вот мы сами видите прекрасно, это наши башенные комплексы, которые изготовили вот наш мастер-прикладник. А помимо этого у нас есть кружок ковроделия. Это старинное ремесло ингушское, так скажем. Нам предстоит и в последующем очень большая работа, чтобы наши творческие коллективы всегда принимали участие во всех международных, межрегиональных, региональных и республиканских, как фестивалях, так и конкурсах. Это единственный способ самосовершенствоваться, подтягивать наши отстающие коллективы до определенного уровня в профессиональном и исполнительском мастерстве. Уже в конце июня артисты Дома народного творчества собираются принять участие в 9-м международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы», который пройдет в Дагестане. А в июле состоится праздничные мероприятия, посвященные круглой дате – 25-летию Дома творчества. Тамара Хашагульгова, Магомед Белахиев, Новости 24.